Вопрос гуманитарной помощи в Республике Башкортостан поставлен на фронтовые рельсы. Я с уверенностью могу сказать, что мы единственная республика во всей стране, в которой глава муниципалитета, вот каждого муниципалитета и города побывал на передовой, лично формировал гуманитарную помощь и даже побывал на позициях бойцов. Может быть, это вторая линия, но не суть. Но среди вот этой практики появляются очень классные инициативы ребят-предпринимателей на местах. И вот один из ярких примеров, таких у нас в республике много на самом деле, но вот примеров ярких я бы хотел вот сегодня показать о Союзе общественных инициатив Зауралья. Мы сегодня вот в Баймаке на главной площади. Именно отсюда я хочу начать свой рассказ о ребятах, которые уже почти год. Во-первых, 3 из этой организации ушли в первый башкирский батальон имени Минигали Шаймуратова, а те, кто остались дома, они взяли на себя очень серьезную ответственность. Ответственность собирать гуманитарную помощь. И вот отсюда за 2000 километров они собирают вещи, которые там нужны пацанам прямо сейчас. О их мотивации сейчас мы с вами и поговорим. Бакиров Радик Шамилевич, председатель Союза общественных инициатив Зауралья. Я Сагареев Руслан, предприниматель в сфере общепита, а именно бургерный шеф-бургер. Меня зовут Ильдар, я в нашей команде занимаюсь видеосъемкой, фотосъемкой, также и монтажом. Директор детской спортивной школы города Баймака Бекчентаев Фарид Миниахметович. Это город Баймак, это наш офис Союза общественных инициатив Зауралья. Мы же занимаемся своими делами, то есть у нас кто-то вот в культуре, кто-то в спорте, кто-то там общепит, то есть у каждого свой бизнес, дальше двигается. Просто это, наверное, вот душа этого требует, душа этого хочет, и мы вот, когда нам хочется собраться и вот помочь кому-то, что-то придумать новое, что-то благое сделать, мы собираемся здесь. Именно командная работа, команда от слова, как будто бы вторая семья. Это созидание, это помощь, во-первых, помощь всем, кто в этом нуждается, помощь тем же малоимущим семьям, тем же ребятам из детского дома. Я лично сам помощью благотворительной детским домам занимаюсь там уже порядка 10-11 лет, но с приходом меня в Союз общественных инициатив Зауралья эти дела мы можем делать намного масштабнее. То есть мы можем охватывать все детские дома и приюты Зауралья и очень хорошо им помогать. В нашем детстве такого не было. То есть по меньшей мере у нас только было там в школах какие-то секции, что-то еще, мероприятия были там раз в год, какие-то крупные соревнования и все. Они очень нам помогают, Союз общественных инициатив помогает инвентарем, проводим различные мероприятия спортивные наклонности, получается футбол, баскетбол, во всем помогает, борьба. Мне кажется, очень классно пацаны, и я вот получается, с ними в одну ногу тоже хожу, помогаю. И когда реально помогаешь людям, у тебя какое-то внутреннее там вдохновение, силы появляются, и развивать свой бизнес. Началась специальная военная операция. Наши активисты, наши единомышленники, это Султан, Лесник, Мираж. Вот они троем приняли такое решение, что они уходят добровольцами в зону специальной военной операции защищать Родину. Так как они служили, у них был, так скажем, опыт в этом, они понимали, куда они идут, они понимали, чем они будут там заниматься. Поэтому мы, конечно, полностью поддержали их решение. Оно было осознанное. В свою очередь мы пообещали, что мы будем поддерживать их здесь, поддерживать их семьи здесь. Очень большие патриоты. То есть раньше, если мы занимались организацией каких-то мероприятий для блага нашего района, для нашего города, теперь с сложившейся ситуацией у нас в стране с началом СВО мы полностью уже перешли на гуманитарную помощь. То есть мы собираем гуманитарную помощь, объединяем всех ребят, которые хотят помочь. Все это комплектуем и отправляем. То есть уже несколько раз мы ездили и сами довозим до места, вручаем лично ребятам, нашим баймакским, из нашего Зауралья, с нашей республики. То есть мы лично с ними видимся и постоянно на связи. На данный момент у нас есть один мобилизованный тренер села Тимясова Ахмеров. Вот сейчас его дети на данный момент выступают
В том году, когда выступали на первенстве России, его ученик занял 2-е место в России. Это очень хороший результат. Он подготовил очень хороших детей. Они на фронте защищают нашу родину, нас защищают, наши семьи. Мы сказали, что мы будем здесь крепким тылом, и здесь будет отдельно у нас фронт тыловой. Всячески будем помогать, будем ездить. Мы предприниматели, зарабатываем сами. Естественно, помогать именно тем, кто находится там в долине, мы отдаем с легкостью, потому что понимаем, что им сложнее, что здесь мы все равно в тепле, в уюте, а они как бы в полевых условиях. Естественно, мы помогаем как бы с открытой душой, с радостью. Хотелось бы иногда побольше, но по возможности, в общем, делаем помощь. Такие боксы мы разместили во всех бургерных сети «Шеф-бургер». Во всей республике, получается? В Белорецке, в Учелах, в Магнитогорске, в Карталах, они стоят даже в Челябинской области. Вот. Ну, понемногу собираем, в принципе, там, раз в несколько месяцев какая-то сумма уходит, на нее можно купить там, пару бензопил, либо генератор. Об этом даже мысли не было, чтобы остановить все движение, нет. Мы продолжаем как можем, делаем, дальше двигаемся. Как говорится, лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие, поэтому хоть чем-то надо помогать. Условно, мы взяли УАЗик, естественно, его нужно там, починить где-то. У кого-то взяли запчасти, кто-то это помог нам починил, кто-то это покрасил, и в итоге вот этот пазл собирается. Мы очень благодарны тем людям, которые, вот, например, даже переводят по 200 рублей, по 100 рублей. Они переводят, они пишут. Мы им отвечаем спасибо большое. У меня позиция, что многие говорят, что почему это же должно делать государство, почему мы должны там помогать или что-то. Я так считаю, лежа там в окопе, ты не можешь повлиять на государство, и мы как бы не можем. Понятно, государство какие-то общие сферы все закрывает, но находясь там, ты можешь попросить своих близких, так скажем, своих соотечественников, с кем ты там рос, жил, и попросить хоть какую-то там помощь. Естественно, это будет проще точечно отработать там. Необходимо там спальные мешки, генераторы, бензопилы, что такое необходимо по мелочи привезти именно, чтобы для быта. Первый раз, когда мы поехали 15 человек. Поехали, значит, мы 3 машины. Впечатления такие, что вот каждый раз ближе, когда мы доезжали, было очень волнительно. Волнительно то, что еще не то, что ты там страшно там или как-то опасно, а волнительно то, что полгода мы с друзьями не виделись. Вот это больше было волнительно. По-человечески, если вам сказать, просто я тоже служил. Я знаю, что такое Родина. И буду прививать своим детям. Здесь очень много людей, здесь предприниматели, обычные люди, жители Зауралья, нашей в целом республики, Челябинской области. Непосредственно наши друзья и правительство нашей республики активно помогает, потому что мы собираем это все. Правительство республики нам помогает по логистике, чтобы отправлять технику, чтобы мы могли погрузить, например, мы это УАЗики, то есть технику отправили, дрова отправили. Нам правительство отправило, значит, 2 фуры. У нас было принято решение, что мы в любом случае поедем, сопроводим наш гуманитарный груз сами лично и посмотрим там, и увидим все это своими глазами. И мы сняли такой репортаж большой, который так и называется «Донбасс своими глазами», чтобы увидеть, опровергнуть какие-то фейки, которые гуляют у нас в интернете зачастую. Мы там все увидели, поговорили с ребятами, доехали до линейки, там пообщались с ребятами. Если мы до этого занимались гуманитарным грузом условно чисто на энтузиазме, после этой поездки мы конкретно поняли, для чего мы это делаем. То есть четкое понимание, где ребята стоят, что им нужно. Мы посмотрели их быт, как они живут, как они работают, поговорили. Когда мы доводили все это до бойцов, ты стоишь, общаешься, и как-то такое ощущение, как будто мы не там, на СВО где-то, а где-то здесь у себя вот на родине стоим, просто разговариваем, спрашиваем, у кого как дела, кто-то рассказывает там семейные истории, семейные проблемы, и как-то вот по-душевному. И ты понимаешь, что моральный дух
наших бойцов от этого заряжается. Ну и для нас мы возвращаемся с каждой поездки с большими, так скажем, силами, с желанием, что надо больше помогать, стараться, потому что там им реально трудно. У нас здесь спокойно, и единственное, что нам нужно, это вот собирать гуманитарку и помогать их семьям. Что было для меня интересно, вот когда в Петровской школе мы были, дети, скажем, другой национальности с такой гордостью исполняют песню Шеймуратова. Я прям с гордостью стоял, слушал. Побывали на место гибели нашего генерала Шеймуратова. Естественно, это очень такой большой дух патриотизма придает, очень большая гордость за такого нашего героя. Ты туда приезжаешь и понимаешь, видишь, как они там несут службу, и здесь вот вообще только гордость. Ты понимаешь, насколько мы великая страна, у нас великая история, у нашей республики великая история, поэтому здесь, наверное, только вот реально гордость, и ты возвращаешься и понимаешь, что реально мы лучшая страна в этом мире. Если сегодня, ну, например, если сегодня, да, ну, не дай бог, да, вот сюда упадет что-нибудь, вот, мне кажется, люди сразу очнутся и поймут. Здесь, да, пока ты это не увидишь, ты это не поймешь. За это, вот я лично сам как бы слышал и взрывы, и как бы прилеты, да, и как бы видел. Я вот, для меня нет такого, что ты занимайся, а я не буду заниматься. По своим возможностям мы стараемся максимально выкладываться и делать результат, чтобы это реально то, что мы везем, не так, что просто отвезли, что-то отдали, там, помогли, отчитались, я не знаю, как это. Мы везем реально те вещи, которые ты понимаешь, вот те же тепловизоры, что они спасут жизнь, там, те же автомобили, они помогут там в разных ситуациях, поэтому здесь надо вести реально качественные вещи, работать на качестве, скажем. Вести меньше, но более качественно. Я к этому отношусь с ноткой такой философии. Для меня очень важна их радость. Их радость после вот получения того, что им очень сильно необходимо, им надо. Они очень сильно радуются. И слова благодарности, вот эти встречи и вот эта вся атмосфера дружеская, теплая, несмотря на всю обстановку окружающую, это очень сильно мотивирует. И в любом случае мы будем дальше продолжать, и в любом случае мы будем дальше возить и будем сами ездить. Здесь в основном вот уже люди покупают сами и сюда просто приносят. Вот даже на примере это вот бензопилы. И здесь вот вообще предприниматели с Магнитогорска помогли Урал Рестро Групп. У них там очень много заведений. А почему они помогают? То есть, почему они челябинским, допустим, не помогают? Да? Ну, это вообще чисто так случайно, как бы часто нахожусь в Магнитогорске, я раньше там жил, учился, и поэтому как бы работал в этой сфере и много стало знакомств. Вот чисто случайно так встретились, сказали, вот мы видели в соцсетях, что занимаетесь сбором гуманитарной помощи, спросили, что осталось из списка. Я говорю, вот из такого что-то обширного, 2 бензопилы, там, спальные мешки. Говорит, все, давайте. То есть не разделяют там Челябинский, Башкиры? Нет, для них такого нету, все. Мы видим, что вы ездите туда, мы видим, что вы доставляете это все туда. На доверие, короче. На доверие, да. Помогаем каждые 3 месяца. Такая регулярность. Да, регулярность у нас идет. Вот сейчас мы поедем уже 15 где-то или 16 числа октября к ним, поприветствуем их, пожелаем им удачи. Но я думаю, что быстрее бы закончилась эта война. У каждого у них есть трезвое, классное, мужское помогать. Помогать дальше, даже несмотря на то, что уже помогают целый год. И вот, наверное, в этом заключается главный девиз Союза общественных инициатив Зауралья. От слов к делу. Это ребята сегодня и подтвердили, и будут дальше подтверждать. А мы были в Баймаке, посмотрите, здесь как красиво. Спасибо.